Самый первый известный рэпер, который поднял бабок на криптовалюте, это Snoop Dogg. Дело было 1 декабря 2013 года. В этот день артист написал в своем твиттере: «Мой следующий альбом можно будет купить за биткоин, и его доставка будет осуществляться с помощью дрона». Рэперы посмеялись, но пост привлек внимание таких криптогигантов, как Coinbase и BitPay. В 2015 году Snoop выпустил 13-й студийный альбом «Буш», и он реально начал продаваться за биткоины. Но не на официальном сайте, а на специализированных криптовалютных площадках, таких как Purse и Murphy. На тот период один альбом вместе с доставкой оценивался в 0,3 биткоина. Сегодня это 127 тысяч рублей за один диск. Кстати, тут была бы вообще в тему шуточка про Dogecoin. Хип-хоп-тяжеловес Нэс, походу, лучше всех рэперов разбирается в криптовалюте. Ведь уже в 2014 году он основал венчурную компанию Queensbridge Venture Partners и инвестировал в такие проекты, как Lyft, Fancy, Dropbox, SeedGeek, в цифровую медиакомпанию Rap Genius, переименованную позже в просто Genius, а также The Rap Test. Давайте быстренько его пройдем. И самое главное, в провайдера кастодиальных криптоуслуг Coinbase. Вот что говорит про BTC сам Нэс. Биткоин может выстроить вокруг себя не меньшую, если не большую индустрию, чем интернет. И это не просто продукт эпохи интернета, у биткоина собственная эпоха. Нессер Джонс констатирует: ребята из Coinbase знают свое дело. Соучредитель компании Фред Ирсом любит хип-хоп. Разве я мог не увлечься их идеями? В 2014 году Канье Уэст стал непроизвольным участником популяризации криптовалютного рынка, когда неизвестная группа разработчиков объявила о запуске монетки с пародийным названием Kanye West. Они использовали доброе имя и изображение рэпера для продвижения своего альткоина, созданного для хип-хоп сообщества. И даже отправили ему эту новость в надежде, что он обрадуется. Но адвокаты Уэста подали в суд на разработчиков, ссылаясь на нарушение прав на товарный знак. Разрабы изменили логотип, на котором рэпер был уже изображен в виде рыбы из мультика South Park, и поменяли название с Coiney на Coiney. Крипта чуть-чуть поторговалась, но суд вынес решение в пользу Канье Уэста. Никого на зону не посадили, просто сайт закрылся и монета перестала существовать. Предлагаю через архив интернета посмотреть, как он выглядел в 2014 году. Тут можно было скачать кошелек и узнать пулы для майнинга. Поговаривают, что этот альткоин сегодня мог стоить как минимум в 20 раз дороже по сравнению с первоначальной стоимостью. Какое-то время музыкант был критичен к криптоиндустрии, но 25 апреля 2018 года в его твиттере промелькнуло слово «децентрализация». Криптоэнтузиасты сразу выкупили фишку, что рэп-суперстар тоже увлекся биткоином. И уже через неделю в 2-часовом интервью с Чарломейном он озвучил, что ему впервые захотелось использовать биткоин. Участник рэп-группы Wu-Tang Ghostface Killah и компания Cream Capital провели ICO и выпустили коин в честь хита 93-го года Cream. Каждый нормальный рэпер знает строчку Cash rules everything around me, Cream got the money, dollar dollar bill. В переводе на русский язык кэш правит всем вокруг. Но в новом контексте Cream расшифровывается как Crypto rules everything around me, то есть уже не наличка, а крипта правит всем вокруг. Заходим на CoinMarketCap и видим, что CRM стоит 24 копейки и занимает 1142 место по капитализации. Монета сюда была добавлена 31 июля 2017 года и на сегодняшний день торгуется на 3 биржах по отношению к биткоину. Самая известная из них – Cryptopia. Также у рэпкоина есть официальный сайт, где можно ознакомиться с дорожной картой и другой интересующей вас информацией. Твиттер проекта регулярно обновляется. Сын покойного ODB Young Dirty Bastard готовит к пресейлу ODB Coin, ориентированный на фанатов артиста. СМИ пишут, что криптовалюта разработана на блокчейне музыкальной платформы TAO. Но эта монета торгуется только на одной бирже. А торговля именно ODB Coin будет происходить на бирже Altmarket. Очень странно, что она отсутствует в CoinMarketCap, и когда я зашел на сайт, я не нашел самой торговой площадки. Помимо этого, у меня начал сильно шуметь и греться процессор. Сложилось впечатление, будто разработчики биржи у себя на странице установили скрытые майнеры. Но это не точно. В общем, ухожу от греха подальше с этого сайта, а вам советую быть аккуратнее с Altmarkets.
В январе 2018 года на пике популярности биткоина СМИ трубили, что рэпер 50 Cent оказался биткоин-миллионером и даже не знал об этом. Журналисты писали, что 4 года назад певец начал продавать свой альбом Animal Ambition за криптовалюту. Альбом оказался провальным, и через год он объявил себя банкротом. Заработок составил 700 биткоинов. На тот момент всего лишь 463 тысячи долларов. 50 благополучно об этом забыл, пока не обнаружил, что на его счету лежит более 7 миллионов долларов. Биткоин за эти годы сильно подрос в цене. Через месяц рэпер заявил, что крипта, полученная за альбом, сразу же конвертировалась в баксы, и он по-прежнему является банкротом. Кертис Джексон написал в своем инстаграме: «Неплохо для пацана с юга, так горжусь собой, лол». Сарказм это или косвенное подтверждение, остается только догадываться. Летом 2018 года Akon заявил, что планирует выпустить собственную криптовалюту Acoin. Он считает, что она может помочь африканскому народу. Блокчейн и криптовалюты могли бы во многом спасти Африку. Власть перейдет обратно к людям. Финансовая система станет безопасной, считает Akon. Помимо этого, он собирается собрать деньги на строительство футуристического города Akon Crypto City и планирует его возвести недалеко от Дакара, столицы Сенегала, тех мест, где родился рэпер. Очень интересные мысли. Получится у него или нет, покажет время. Участники ICO от компании Centratech подали иск на музыкального продюсера DJ Khaled. Криптоинвесторы обвиняют его в продвижении мошеннического проекта в соцсетях. В ходе ICO было собрано 32 миллиона долларов. Организаторы обещали представить ряд финансовых разработок и криптовалютные дебетовые карты – Visa и MasterCard. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что компания предлагала незарегистрированные инвестиции в виде токена Sendra. Также на сайте были указаны участники компании, которых на самом деле не существует. Помимо диджея, в рекламе скам-проекта замешан американский боксер Флойд Мейвезер. Они неоднократно рекламировали Centratech в своих социальных сетях, хвастаясь инновационным решением. А DJ Khaled и вовсе называл это продуктом, который перевернет игру. В иске говорится, что они должны возместить убытки обманутым инвесторам. В последнем альбоме Эминема «Камикадзе» упоминается биткоин. Но не самим Маршаллом, а его земляком из Детройта Royce the 5'9". Remember everybody used to beat nickel now. Everybody doing Bitcoin. Перевод строчки. Раньше все пробовали на зуб никель, а теперь они перешли на биткоин. Никель – это общепринятое название 5-центовой монеты в США. Упоминание BTC является явным признаком прочного присутствия криптовалюты в массовой культуре. 21 декабря 2017 года Баста принял участие в первой российской премии «Лучший проект на технологии блокчейн», где рэпер анонсировал собственный проект TicketCoin, созданный на платформе сибирского червонца, в скобках SibCoin. С помощью новой цифровой валюты можно будет получать бонусы в системе творческого объединения «Газгольдер», а также партнеров компании. Известный криптоблогер Сергей Рад, а.к.а. Ракета Т8, уточнил у Басты о TicketCoin. Скажи, пожалуйста, ты ICO будешь с вами проводить? Конечно. Но уже готовится все. На платформе TicketCoin, да? Да. То есть это все правильно? Да, все играет. Обладатели токена смогут приобретать эксклюзивные товары и услуги. К примеру, билеты на концерты со скидкой до 50%. Запуск проекта назначен на весну 2018 года. Сейчас уже осень, а он до сих пор не запущен. Продолжаем ждать. А вот так тролли, то есть рэперы, отреагировали на новость на сайте theflow.ru. Я знаю, что то ли музыкант, то ли блогер T-Lex зачитал про биткоин. Слово «блокчейн» было упомянуто у Словецкого в теме «Фонды, бонды, Лондон». А N-Pans даже снял клип «Будущее началось», в котором выступил в роли криптовалютного трейдера. Если ты знаешь, кто еще из рэперов увлекается криптой, пиши об этом в комментариях. Также делись информацией, есть ли у тебя у самого криптовалюта. Если есть, то какая? Интересно узнать. Если ролик понравился, ставь лайк, жми на колокольчик и подписывайся на канал. Всем мир!